Чтобы получить хороший урожай в сельском хозяйстве, нужно учитывать много факторов, которые в последние десятилетия в связи с изменением климата играют важную роль. Для устойчивого развития земледелия в Молдове принята программа для обеспечения управления почвенными ресурсами, в которые входит борьба с эрозией, мелиорация почв и ирригационные системы. Как отметил эксперт в этой области Олег Батнарь, общий бюджет программы более 4 миллиардов лей, и 98% всего бюджета – это мелиорация почв. Поэтому мы выходим с программой, которую мы можем профинансировать местную администрацию для посадки лесных насаждений в борьбе с ветровой эрозией. Немаловажным фактором является и ирригация, которая давно уже не в рабочем состоянии, так как без полива нельзя рассчитывать на хороший урожай овощных, бахчевых культур. Аграрии стараются объединяться в ассоциации водопользователей, получать субсидии от государства и орошать свои поля. Заведующий управлением гидромелиорации Радика Чебан отметила важность объединения и поиска возможных вариантов для полива сельхозугодий. Почему не использовать эту воду для орошения? Создать бассейн, искусственный бассейн, водоем, и собирать воду. Или, если это очень далеко от источника. Как отметил начальник управления АПК Сергей Ибришим, мелиорация играет основную роль в урожайности сельхозкультур. Мы видим, что у нас в последнее время проблема с водой, и без орошения мы не получим хорошего урожая. У нас практически перестало развиваться овощеводство, потому что у нас есть вопросы с водой. Сегодня это один из моментов, можно сказать, для фермеров именно узнать информацию, как можно переломить ситуацию. Аграрии региона отметили, что восстановление ирригационных систем даст толчок развитию овощеводства, плодоводства и бахчевых культур. Мелиорация этому особо не поможет, только поможет на овощные культуры, а на зерновые технически это никак не повлияет. Туда очень нужно большое количество осадков, допустим, полить пшеницу, кукурузу, и это будет нерентабельно. В Молдове было создано агентство по мелиорации земель, которое совместно с другими структурами будут реализовывать программу по сохранению, улучшению и повышению плодородия почв. Зинаида Канцлер, Григорий Ставилов, Алексей Герчук, ГРТ Новости.